Начинается заседание Совета парламента с вручения удостоверения мирового судьи Исраилу Гагиеву. С назначением новоиспеченного судью поздравил председатель Народного собрания. Далее депутаты приступили к рассмотрению вопросов для включения в повестку дня 30-го заседания Народного собрания, которое состоится 22 февраля. В числе вопросов инициатива Комитета по экономической политике внести изменения в закон региона об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории республики. Проект закона предусматривает случаи, при которых не требуется разрешение на строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения низкого уровня опасности на территории республики. Это, по мнению депутатов, значительно упростит процедуру ведения бизнеса и будет способствовать привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства региона. Перед тем, как перейти к обсуждению следующих законопроектов, спикер парламента выступил с критикой повторного показа в эфире Первого канала документального фильма про Лаврентия Берию. По мнению Зелимхана Евлоева, фильм дискредитирует народ Ингушетии, оправдывая его депортацию в годы сталинских репрессий. В фильме искажаются исторические факты, оскорбляются тысячи ингушей, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Я говорил, что постановление Верховного Совета СССР по признанию незаконных преступными репрессивных актов против народа подлежит насильственному преследованию и обеспечению их прав. Есть закон о реабилитации жертв политической репрессии, есть закон о реабилитации репрессированных народов. Несмотря на эти репрессии признаны незаконными. Впервые показ фильма состоялся в мае прошлого года. Тогда спикер Народного собрания направил открытое письмо генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, в котором заявил, что продемонстрированный фильм оскорбляет чувства репрессированных народов. Однако руководство канала решило возобновить повтор передачи. Сейчас в парламенте региона обсуждает новый проект письма в адрес Первого канала. Далее народные избранники обсудили ряд вопросов, в том числе и перечень вопросов к ежегодному отчету главы республики о результатах деятельности правительства региона. Таким образом, сегодня была окончательно сформирована повестка пленарного заседания парламента. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.